Вот уже второй день Бишкек лидирует по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Если вчера 14 из 26 заразившихся были бишкекчане, то сегодня 25 человек из 35 инфицированных жителей столицы. Среди заболевших есть и дети. Между тем, некоторые жители Бишкека попросту игнорируют режим чрезвычайного положения. За сутки за нарушение комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалабад, а также от Башинского района Нарынской области в территориальные органы внутренних дел доставлены 115 нарушителей. 91 из них в Бишкеке. Именно в столице день изо дня выявляется больше всех граждан, которые игнорируют комендантский час. Хочу отметить, что я каждый день призывал и призываю наших граждан следовать санитарно-гигиеническим нормам, правилам и требованиям чрезвычайного положения. Соблюдению комендантского часа, что мы должны минимизировать контакты между собой. Потому что в случае безответственного отношения и пренебрежения санитарным нормам мы можем получить вторую волну заражений. На сегодня в городе Бишкек количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 составил 231. Из них 34 завозных и 197 местных случаев. Зараженные контактировали с более чем 500 граждан. Из 231 зараженных 190 человек проживают по городским адресам, 41 иногородние. В муниципалитете сообщили, что самое большое число зараженных зафиксировано в Ленинском районе – 82 человека, в Октябрьском – 45, в Первомайском – 41 и в Свердловском – 21. При этом 69 зараженных проживают в 16 жилмассивах Бишкека. В Арча-Бишике – 21, Ак-Орго – 3, Интымак – 3, Ак-Ордо – 2. Октябрьский район, Кокджар – 5, Каражигач и Алтын-Ордо – по одному случаю. Первомайский район, Акбосого – 13, Кольмё – 11, Тынштык, Касым и Мурас-Ордо – по одному. Свердловский район, Учкун – 2, жилмассив Керамическая – 2, Красный строитель и Инисай – 1. Если гражданин чувствует себя хорошо, это не всегда означает, что он здоров. Согласно исследованиям, в Кыргызстане у 67 пациентов с подтвержденным COVID-19 болезнь проходит бессимптомно. Минздрав не исключает, что среди населения ходят потенциально зараженные коронавирусом, у которых не брали анализ на подтверждение. Согласно нашим исследованиям, в Кыргызстане у 67% пациентов с подтвержденным COVID-19 болезнь протекает бессимптомно. Тем не менее, все граждане, у которых лабораторно подтвержден коронавирус, госпитализированы и получают соответствующее лечение. Даже если у человека нет симптомов, он может заражать окружающих. Это очень опасно. Потому можно сказать, что среди населения есть люди, потенциально зараженные COVID-19, у которых не брали анализы. Послабление, данные с 1 мая в Бишкеке, многие граждане восприняли по-своему. Они решили, что можно свободно передвигаться по городу, говорит комендант столицы. По словам Урузалиева, горожане все чаще и чаще нарушают санитарно-эпидемиологические правила. Без причины выходят на улицу, ездят по своим делам. Особенно все таксисты и парикмахеры должны носить медицинские маски, потому что у них на работе происходит больше контактов с нашими гражданами. Но скажу и предупрежу сразу, что за нарушение санитарно-эпидемиологических норм будут привлекаться к ответственности как физические, так и юридические лица в соответствии с действующим законодательством. Более того, некоторые строительные рынки на Кулатова начали работать, хотя и разрешения на этот вид деятельности не было. В комендатуре обещают, что совместно с местными органами власти и сотрудниками здравоохранения будут приняты соответствующие меры. Давайте мы проверим эту информацию. Если действительно рынки работают, то мы примем меры совместно с местными органами власти, также с органами здравоохранения. И я думаю, примем меры, и мы закроем эти места. С 11 мая планируется снятие режима ЧП. С учетом того, что среди населения могут быть бессимптомные носители, мэрия столицы просит запоминать номера такси, названия магазинов и других объектов, которые посещали бишкекчане в течение 2 недель. Также стоит помнить все контакты за этот период. В случае, если среди родственников, друзей или знакомых будет выявлено заболевание, данная информация поможет установить круг контактных лиц. В целях минимизации распространения коронавируса в городе Бишкек запущен механизм по ранней диагностике. Жителям города Бишкек при подозрении на коронавирус необходимо известить соответствующие службы и максимально минимизировать контакты. При первых признаках ОРВИ необходимо по телефонам сообщить 103, 112. Вместе с тем граждане могут получить оперативную медицинскую консультацию по вопросам самодиагностики, позвонив на горячую линию 118.
Эпидемиологическая ситуация в Бишкеке и Чуйской области должна быть под особым контролем, сказано сегодня на заседании Республиканского оперативного штаба. В городе Бишкек с каждым днем увеличивается число новых случаев заражения. Необходимо принять серьезные меры по стабилизации и улучшению эпидситуации. Мобильным бригадам эпидемиологической службы, мэрии и профильным службам нужно усилить работу в этом направлении. Ситуация в Бишкеке и Чуйской области должна быть под особым контролем. За контактными лицами, находящимися на домашнем карантине, усильте соответствующий контроль, сказал первый вице-премьер-министр Хубатбек Буронов. Он подчеркнул, что поэтапное возобновление ряда сфер экономической деятельности, что приводит к увеличению числа транспорта и граждан на улицах, должно сопровождаться неукоснительным соблюдением санитарных правил, в особенности в местах массового скопления людей. Каждый гражданин, проявляя свою сознательность и ответственность, должен соблюдать рекомендованные санитарно-гигиенические правила для своей же безопасности и здоровья, сказал первый вице-премьер-министр. По его словам, на автозаправочных станциях гражданам не должны разрешать заходить в помещение, где расположена касса, а также самостоятельно заправлять автотранспорт. Заправочный пистолет не должен переходить из рук в руки во избежание распространения инфекции. Службы такси должны несколько раз в день проводить тщательную дезинфекцию. Посадка разрешена не более чем 2 пассажирам. Халея Душибаева, Мирбек Джусупекулу, ЛТР, Бишкек.